Кабардино-черкесский язык. Сразу, чтобы не путаться больше, это Карачаево-Черкесия, это Кабардино-Балкария. В этих республиках говорят на Карачаево-Балкарском и Кабардино-Черкесском. Понятно? Да. Все? Нет. Существуют абхазо-адыгские языки, по поводу родства которых с другими языковыми семьями существует уйма теорий, но вот только ни одна из них не является общепринятой. Абхазо-адыгские языки делятся на абхазо-абазинские и адыгские. Еще когда-то тут был убыхский язык, но о нем мы еще поговорим. Сейчас же обратим внимание на адыгские языки, и тут все немного сложно, потому что носители этих языков часто описывают все совсем не так, как это делают люди со стороны. Сначала послушаем мнение солидной части носителей. Они считают себя одним народом, искусственно разделенным на кабардинцев в Кабардино-Балкарии, черкесов в Карачаево-Черкесии, адыгейцев в Адыгее и шапсугов в Краснодарском крае. И это мы еще не начали говорить про диаспору. Это все на самом деле один народ – адыги. Или, если хотите, черкесы, ведь именно так их называли и чаще всего продолжают называть представители других народов. У них общий флаг, на котором символически изображены 12 адыгских племен, общие традиции, общие моральные принципы, называемые адыга-хабза, общая история и все-таки общий адыгский язык, представленный несколькими диалектами. И на базе двух диалектов, а именно тимиргоевского и баксанского, сформировались два литературных стандарта – адыгейский или западный и кабардино-черкесский или восточный. Адыгские сайты и группы в социальных сетях говорят об адыгейском и кабардино-черкесском именно как о двух вариантах одного адыгского языка, тем более, что и само название у них, мягко говоря, похоже. Взаимопонимание между носителями адыгейского и кабардино-черкесского очень высокое, числительное от 1 до 10 вообще почти совсем идентичны. А продолжать использовать термины адыгейский и кабардино-черкесский, по мнению многих адыгов, вообще как-то не очень здорово, ибо это продолжение искусственного разделения языка, а значит, по их мнению, и народу тоже. Теперь обратимся к впечатлению человека со стороны. Прежде всего, он немного напуган количеством согласных и написанием слов. Вроде бы буквы русские, но как все это читать, непонятно. Человек со стороны видит, что специалисты чаще всего определяют адыгейский и кабардино-черкесский как два отдельных языка. Но в таких случаях вопрос действительно часто бывает политизирован, поэтому нужен тест, который даст нам хоть какое-то представление о различиях между адыгейским и кабардино-черкесским. Посмотрим, как выглядит первая статья Декларации прав человека Организации Объединенных Наций на разных языках. Начнем с румынского и молдавского. Тут все понятно. Далее перейдем к классике, сравнению сербского и хорватского. Тут есть несколько мелких отличий. Если же мы возьмем все тот же текст на кабардино-черкесском и адыгейском, то мы увидим множество различий, страшное количество фонетических переходов, другие суффиксы и пара различий в корнях слов. Все то же самое можно увидеть и при сравнении все того же текста на русском и белорусском. Правда, тут немного больше различий в корнях слов. Видео, посвященное тому или иному языку, смотрят как носители этого языка, так и неносители, и у них немного разные ожидания. Неносители хотят, чтобы было понятно и весело, а носители хотят, чтобы их язык был представлен как можно более полно и всеобъемлюще, ну и тоже, чтобы было весело, хоть в чем-то мы все сходимся. Носитель хочет рассказать как можно больше и периодически пишет мне в комментариях, что я что-то забыл упомянуть. Неноситель же не хочет после просмотра видео ходить к врачу и жаловаться на кипение мозга, а посему требует придерживаться в изложении порядка и системы. Для него это все совершенно новое, и он просто хочет получить базовое представление о том, что это такое и как это работает. А так как невозможно одновременно подробно и качественно рассказывать про две абсолютно новых для человека системы, в этот раз мы рассмотрим систему только одного из двух литературных языков адыгов, а именно кабардино-черкесского. Но перед тем, как перейти непосредственно к особенностям этого языка, нам надо погрузиться в историю всего адыгского народа. История. Все адыги называют сами себя словом «адыга». Но еще с 13 века они известны европейцам под именем черкесы, а регион их проживания назывался Черкесией. Черкесия в те времена занимала Западный Кавказ и Черноморское побережье вплоть до Керченского пролива. В конце Средневековья адыги увидели возможность расширения территории своего проживания, и тут мне поможет сверхпримитивное объяснение с помощью пейнта. Это Кавказ, это адыги, а это тюркские ребята, предки современных карачаевцев и балкарцев. Пришли татаро-монголы, тюркские ребята ушли в горы, татаро-монголы ушли, адыги сказали «О, незаселенная территория» и сделали эту территорию заселенной. Так появилась Кабарда. Теперь адыги жили от Анапы на западе до Востока на востоке. Оба эти названия адыгского происхождения. На Черноморском побережье Краснодарского края в принципе много адыгских названий населенных пунктов. Среди них есть и те, которые довольно легко перевести, например, Туапсе — это две реки, а есть и довольно мутные, но очевидно адыгские, вроде Сочи. В XVI веке у адыгов возник очень грозный враг – Крымское ханство.
Знаете, у кого еще такой же враг? У русского государства. Кабардинский князь Темрюк и царь московский и всея Руси Иван Грозный вместе ведут борьбу с Крымским ханством, а дочь Темрюка даже вышла замуж за Ивана Грозного. Ее звали Гвощеней, но царь сказал: «О, я такое не выговорю, пусть будет Мария». И она стала Марией Темрюковной. У нее был всего один сын, да и тот умер во младенчестве. В 1763 году по приказу императрицы Екатерины II была основана крепость Моздок, на что кабардинцы сказали: это еще что такое, и довольно быстро перешли от слов к действиям. Многие считают, что как раз с 1763 года началась война между Российской империей и адыгами, которая формально завершилась лишь спустя 101 год. Это противостояние является частью той войны, о которой почему-то крайне мало сказано в школьном курсе истории России, и лишь некоторые смутные представления способны дать произведения Толстого, Лермонтова и Пушкина. Итак, Кавказская война. В начале XIX века в состав Российской империи вошли земли южнее главного Кавказского хребта, а именно грузинские царства на западе и несколько преимущественно азербайджанских ханств на востоке. Но на Северном Кавказе оставались горные народы, которые не признавали над собой вообще никакой власти. России это, естественно, не нравилось, ей нужен был, наоборот, полный контроль. Собственно, из вышесказанного уже ясно, что никаким мирным урегулированием дело бы тут никогда не разрешилось. Очень быстро обсудим, что происходило на востоке Северного Кавказа. Там горные народы в определенный момент смогли объединиться под руководством Шамиля и взять его в плен в 1859 году, в конце концов позволило сломить их сопротивление. А что же на западе Северного Кавказа? С одной стороны, с Кабардой России удалось разобраться в 20-е годы 19 века, но тут свою роль сыграла и эпидемия чумы, поразившая кабардинцев в те годы. С другой же стороны, в борьбе с остальными адыгами дело шло очень медленно. Они отчаянно сопротивлялись, и это страшно бесило российских военных, и потому чем дольше шла война, тем более жестокими становились их методы. К концу войны, когда на востоке Северного Кавказа активные боевые действия уже завершились, на западе за дело взялся генерал Евдокимов, и все свелось к очень простому алгоритму. Вот адыгское селение, адыги в нем жить точно не должны. Пусть перебираются на равнину, иначе будут убиты. Потом надо подозвать сюда казаков и основать здесь станицу. И так со всеми адыгскими селениями. 21 мая 1864 года российские войска провели парад по случаю завершения боевых действий против адыгов. Произошло это недалеко от Сочи, в окрестностях селения Кбааде. Это название может быть не очень знакомо тем, кто был когда-либо в Сочи, но гораздо более известно другое название этого места – Красная Поляна. И у адыгов есть своя версия, почему она зовется именно Красной. Дальше наступила катастрофа. Дело в том, что власти Российской империи решили, что лучше и спокойнее будет переселить адыгов с гор на равнину, а если кто не согласен, то пусть едет в Османскую империю. Там, если что, согласны принять мусульман. Некоторые, конечно, согласились просто спуститься с гор и поселиться на равнине, но 3/4 оставшихся в живых адыгов из двух зол выбрали переселение в Османскую империю. И если бы это переселение пошло по плану... Слово свидетелю этих событий, офицеру Ивану Дроздову. Поразительное зрелище представилось глазам нашим по пути. Разбросанные трупы детей и женщин-стариков, растерзанные, полуобеденные собаками, изможденные голодом и болезнями переселенцы, едва поднимавшие ноги от слабости, падавшие от измождения и еще заживо делавшиеся добычей голодных собак. Живым и здоровым некогда было думать об умирающих. Им и самим перспектива была неутешительнее. Турецкие шкиперы из жадности наваливали как груз черкесов, нанимавших их кочермы до берегов Малой Азии, и как груз выбрасывали лишних за борт при малейшем признаке болезни. Те же, кто добрался до турецкого берега, скапливались в портах в ожидании отправки в другие регионы империи. Такие скопления людей на кораблях и в портах стали причиной быстрого распространения болезней, от которых люди гибли порой по 300 человек в день. Да и в пунктах назначения все у адыгов складывалось очень плохо. В частности, власти Османской империи в какой-то момент решили, что если переселить адыгов-мусульман в Болгарию, то это уменьшит там долю христианского населения, а значит сдержит сепаратизм. На деле же ради размещения адыгов болгар начали выгонять из их же домов, из-за чего ситуация в регионе наоборот накалилась. Потом Османская империя потеряла многие свои балканские владения, и адыгов переселили оттуда на юг. До сих пор адыги живут в Сирии, есть 2 адыгских деревни в Израиле, а еще на месте опустевшего древнего города Филадельфия в 1877 году адыги основали новое поселение, сейчас это столица Иордании, город Амман. Некоторое количество адыгов добралось и до Египта, хотя они там были и до этого. Более того, они даже правили Египтом с 1382 по 1517 год. Но в итоге больше всего адыгов было размещено в Анатолии, поэтому и сейчас Турция – страна с самым большим адыгским населением в мире. Но вот только внутренняя политика Турецкой Республики с самого момента ее создания вообще не была рассчитана на сохранение хоть какой-то культурной или языковой идентичности, кроме турецкой. И в этой связи стоит вспомнить об убыхах и убыхском языке.
Особый интерес к убыхскому языку связан с его фонетикой. Для абхазо-адыгских языков в принципе характерно обилие согласных, но убыхский тут бьет все рекорды, ибо там их 80. Только некоторые южноафриканские языки с кликающими звуками способны конкурировать с языком, на котором когда-то говорили жители Сочи и его окрестностей. Говорили. Теперь не говорят. Все убыхи оказывали российским войскам ожесточенное сопротивление и позже отправились в Османскую империю. Там они перешли на язык своего нового окружения, чтобы не подвергаться дискриминации. Последний носитель убыхского умер в 1992 году. Его звали Тевфик Эсенч, и именно на основе его сведений лингвисты сейчас реконструируют убыхский. Что же касается судьбы других адыгских языков и диалектов в Турции, то тут по переписи населения ничего точно узнать нельзя. Есть лишь оценки, согласно которым в Турции проживает около 2 миллионов человек адыгского происхождения, и более 80% из них уже полностью перешли на турецкий. И картина для адыгских языков в Турции все еще весьма печальная. Ни о какой систематической поддержке со стороны государства тут и говорить нечего. Тем временем на исторической родине адыгов их численность после сражений и переселений сократилась минимум на 90%. Там остались лишь небольшие островки проживания адыгов, окруженные русскими. Языковая и национальная политика раннего СССР известна многими причудами, и тут территориально разделенным адыгам досталось по полной программе. Их разделили на 4 части, и при этом слабо принимали в расчет племенное разделение. География превыше всего, только география. С 1924 по 1945 год территорию нынешнего Лазаревского района Сочи охватывал Шапсухский национальный район. Изначально в его состав еще и Туапсе входил. Кабардинцы и балкарцы почти сразу были в одной области, позже республики. Карачаевцы и черкесы сначала тоже были в одной области, потом их разделили, потом карачаевцев, как и балкарцев, депортировали, через 14 лет их вернули, объединились с черкесами, а Адыгея все это время просто стабильно росла в размерах. После распада СССР адыги пытались объединиться в один субъект Российской Федерации, но ничего не вышло. А потом город Сочи выиграл право проведения Олимпийских игр 2014 года. Первая реакция адыгов: нет, нет и еще раз нет. Это же место массового убийства наших предков. И, кстати, а не было ли это геноцидом? Адыги еще с 90-х начали периодически называть действия Российской империи во время и после Кавказской войны геноцидом, а перед Олимпийскими играми это обсуждение продолжилось с новой силой. В 2011 году Грузия признала геноцид адыгов на государственном уровне, что дало российским властям повод применить свой излюбленный прием и сказать, что это все попытки внешних сил дестабилизировать ситуацию. Когда адыги поняли, что спустя 150 лет после завершения Кавказской войны тут все-таки состоится праздник спорта, мира и дружбы, они напомнили, что в Канаде и Австралии на церемонии открытия Олимпийских игр была показана культура коренных народов, населявших места проведения этих игр. Но намек остался непонятым. Режиссеры церемонии открытия, проходившие на стадионе Фишт, не вспомнили ни про адыгов, ни про Черкесию. Как будто не было никакой Черкесии. А если она и была, то точно где-то не здесь. Фонетика и орфография. Проблему отображения многочисленных согласных в кабардино-черкесском языке сначала решали добавлением в латинский алфавит новых букв и значков под буквами. При переходе на кириллицу была идея использовать апострофы, но лингвисты тогда еще за 70 лет до Назарбаева сообразили, что это выглядит не круто. Поэтому вот, алфавит, в котором для обозначения одного звука могут использоваться сочетания из 2, 3 или даже 4 символов. На самом деле рецепт получения такого количества согласных весьма прост. Допустим, у вас есть звукосочетание ки и ку. В процессе развития языка гласные в таких слогах могут нейтрализоваться, то есть превратиться в ненапряженный звук но от их былых характеристик остается след в виде изменения артикуляции согласных. Так, звук к перед нейтрализовавшимся и становится мягким или палатализованным, теперь это к. А звук к перед нейтрализовавшимся у становится лабиализованным, теперь это ку. Реконструкция общего предка всех абхазо-адыгских языков показывает, что как раз нейтрализация гласных и перенос их характеристик на согласные привели к тому, что во всех этих языках так много согласных и так мало гласных. Чаще всего встречается утверждение, что в кабардино-черкесском гласных фонем всего 3. Это а и а. Тут важно обратить внимание на слово фонема. Под этим термином понимают либо один звук, либо набор звуков, способных в системе данного конкретного языка функционировать в качестве языковой единицы. Например, в русских словах «щель» и «шест» одна и та же фонема, но она представлена двумя разными звуками. Закрытый в окружении мягких согласных, открытый в окружении твердых согласных. В то же время французы вполне способны произнести мягкий согласный «к», и они это делают в слове «полемик». Однако во французском языке звук «к» — это не отдельная фонема, а вариант реализации фонемы «к» в определенной позиции.
в кабардино-черкесском у фонем есть несколько вариантов реализации в зависимости от окружения, что дает в итоге не так уж и мало гласных звуков. И да, хоть гласных фонем и мало, набор букв, ответственных за гласные в русском алфавите, тут использован почти полностью, только надо быть внимательным. Иногда «е» — это «ай», «сай пшаш», а иногда это «я пшаш». Ну а теперь перейдем к согласным. Сначала посмотрим на некоторые пары с лабиализацией. Х, хо, р, ро, х, хо, к, ко, х, хо. Отлично, 10 звуков уже разобраны. Теперь пришло время познакомить вас с палочкой. Палочка, это если что ее официальное название, обозначает гортанную смычку, то есть тот звук, который мы произносим между гласными, когда говорим «не-а». Может ли гортанная смычка быть лабиализованной? Конечно. Вот пример. Вача. Идем дальше. В кабардино-черкесском языке помимо звонких и глухих согласных есть еще и абруптивные. Слово «абруптивный» происходит от латинского «abruptus» — резкий. И эти согласные действительно звучат очень резко. Они настолько резкие, что их даже можно произнести без последующего гласного звука. Сравните обычный «п» и абруптивный «п». Логика в обозначении абруптивных четко видна, но надо обратить особое внимание на то, что сочетанием буквы «к» и палочки обозначается звук «ч». Отдельная тема — вот эти три звука, которые не похожи ни на русское «л», ни на звук «л», присутствующий во многих европейских языках. Это «ж», как в слове «джажан», это «ч», как в слове «чамыш», а это «ч», как в слове «кран». Мы разобрали 10 пар с лабиализацией, простую гортанную смычку и лабиализованную гортанную смычку, а также 8 троек, состоящих из звонких, глухих и абруптивных. Это уже 36 согласных. Осталось 5 совсем несложных звуков, ё, м, н, р, 2 пары, где только глухой и звонкий, никаких абруптивных, з, с и ж, ш, плюс звук х, который вы могли слышать, например, в арабском, и звонкий звук г, который можно было бы поставить в пару к глухому звуку х, но со звука х мы как раз начинали. В итоге в кабардино-черкесском получилось 47 согласных. Цифры вроде бы пугающие, но на деле все оказывается отнюдь не так страшно. Грамматика. Падежей у существительных не очень много. Они весьма понятно образуются, и с множественным числом тоже все несложно. Вот только здесь появляются такие слова, как абсолютный и эргативный. Это значит, что нам, людям без эргативного падежа в языке, надо очень внимательно следить за тем, какой глагол используется в предложении. Переходный или непереходный. Например, в предложении «клер мажай» используется глагол «спать», а спать что-то нельзя, так что это глагол непереходный. Поэтому слово «кль» – мужчина в абсолютном падеже. А вот в предложении «тлем письмор ядх» используется глагол «писать». Писать что-то можно, глагол переходный, и в этом случае то, что пишут, будет в абсолютном падеже, а тот, кто пишет, в эргативном падеже. Посмотрим на глаголы чуточку внимательней. Инфинитивы очень легко узнать, у них на конце буква «н». Посмотрим, как спрягается глагол «жан» — «бежать» в настоящем и прошедшем времени. Все очень хорошо, логично, личные префиксы не сильно отличаются от личных местоимений, но это был глагол непереходный. Если же мы возьмем переходный глагол, то мы обнаружим, что мы можем в нем указать лицо и число обоих участников действия. Например, «what hash» — мы тебя несли, «was hash» — я тебя нес, а «сып hash» — ты меня нес. А можно троих записать? Да, можно. Глаголы типа «дать» как раз предполагают нечто подобное, ибо фразы с ними обычно строятся по модели «кто-то дал что-то кому-то». Это у нас подобные вещи можно считать фразой, так как тут несколько слов. Но в кабардино-черкесском все это здорово умещается в одном коротком слове. «Я тебе это отдал» будет звучать как «вастащ». Дальше еще интересней. Вот есть глагол «щетон» — «стоять», и мы хотим сказать «машина стоит на улице». Мы видели, что тут не так много падежей, как в финском или венгерском, поэтому кажется, что для выражения пространственных отношений надо использовать предлоги или послелоги, как в русском или турецком. А вот и нет. Здесь для этого часто используются приставки. Нахождение на определенной территории передается приставкой «да», поэтому предложение «машина стоит на улице» переводится на кабардино-черкесский как «машина руарамам дач». Но когда дело доходит до приставок, все не ограничивается пространственными отношениями. Вот глагол «квон» — «идти». «Раквон» — это заставлять идти, посылать. «Даквон» — это идти вместе с кем-то. А «факвон» — идти куда-то вопреки чьей-то воле. Вот из-за обилия таких приставок и рождаются всякие монстры вроде «вакада из расшижфатаком». Я не смог заставить его тогда вести тебя с ними сюда. Лексика. Кабардино-черкесский любит словосложение, но, например, в немецком слияние даже двух ознов уже выглядит грозно, а в кабардино-черкесском вполне можно увидеть слово и не догадаться, что оно состоит из двух корней. Просто когда у тебя столько согласных, ты действительно можешь создавать очень короткие корни. Так, например, слово «шляпс» переводится как «мясной бульон». «Ш» — это мясо, «ps» — это вода.
Еще есть слово напаачаш, и это полотенце. Полотенцем что делают? Вытирают. А что вытирают? Глаза, нос и руки. Здесь все это указано. Так что кабардино-черкесский может поначалу казаться очень страшным языком с длинными словами, но отчасти все эти слова просто кажутся громоздкими из-за особенностей орфографии, а когда начинаешь их разбирать, оказывается, что там очень точно выражена вся необходимая информация. Ну а когда ты произносишь эти слова, оказывается, что это все еще и безумно красиво звучит. Учите кабардино-черкесский. Адгабза забраша.